с мамой ходила в магазин, видела пяльца и как бы загорелась вышивать. А потом и у бабушки были вышивки, я как бы смотрела. И мама у меня тоже тюбетейки узбекские вышивала. Они начали меня учить, я стала потихонечку вышивать. У нас была соседка, бабушка Галя, у нее такие вышитые коврики были, рушники, вот эти сорочки. И мы, когда к ней первый раз я зашла, я просто была в восторге от того, что я увидела. Это очень украинская вышивка получается. Она вся такая разнообразная. Я говорю: бабушка Галя, я тоже хочу так вышивать. И она говорит: ну давай я тебя научу. У нас здесь было соревнование, конкурс был. Собирались 4 вышивальщицы, и мы вышивали один и тот же рисунок, каждый по-своему. И получилось у меня самый лучший. Один раз она пришла, говорит: моя ученица превзошла меня. Мы начали учиться в мечети, в медресе, на 2-м этаже. Как бы нас всех там собирали, у нас была группа. Была теория, которую вела Венера Уджа, и была практика, которую вела Халида Уджа. Мы учились вышивать, там они нам показывали, мы домашние задания делали, приносили, показывали. И они нам исправляли, где исправить, где нет. Я это даже не могу объяснить. Это вот, не знаю, это, наверное, надо вышивальщицей быть, любить эту работу, чтобы понять. Я, например, успокаиваюсь. Если я раздраженная, я начинаю нервничать, я сажусь за вышивку, успокаиваюсь, все мысли собираются, и как бы она мне помогает. Если нет настроения или что-то в жизни происходит как бы не по тебе, вышивка никогда не получается. Приходится распаривать постоянно, она то путается, то еще. А когда ты садишься уже в настроении или там с хорошими мыслями, работа идет. У нас в Керчи мечеть реставрируют 19 века. Вот у меня есть мечта вышить туда какую-нибудь исламскую каллиграфию, чтобы она там висела. Только с нашими крымско-татарскими орнаментами вокруг.